Здравствуйте, мои хорошие! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что зашли на мой канал, за то, что вы со мной, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Что приготовила вам судьба в ближайшие дни, в ближайшие часы? Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте вместе посмотрим и все узнаем. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, пусть высшие силы водят моими руками по циклону то, что сейчас скрыто в голове, желаем услышать и узнать. Прежде чем мы начнем, пользуясь случаем, поздравляю всех моих дорогих зрителей с католической Пасхой, с этим прекрасным и светлым праздником Господним. Так, ну что ж, давайте, пожалуй, начнем. Здесь какой-то зигзаг. Зигзаг удачи. Вы так нерешительно смотрите, присматриваетесь. И дилемма, как поступить? Рискнуть, либо пропустить? Слушайте, но это, конечно, сложно. Но вы, пожалуйста, решитесь и не упустите свою удачу. Ну, в прямом смысле слова. Зигзаг удачи вам вышел. Схватитесь? Не пожалеете. И порадуетесь, и довольны будете, и все очень удачненько сложится. Пропустите, локти кусать станете. Но назад уже не отмотаешь, к сожалению. Будьте немножечко посмелее, порешительнее. И лучше попробовать, чем потом все время об этом сожалеть. Да, что я не попробовала, я не решилась, я не сделала. Ребятки, верьте в себя и в свою счастливую звезду. Так, еще женщина примеряет какие-то наряды. Опять же, смотрите, примеряет что-то красивое, необычное, нестандартное и то, что она раньше не пробовала. У одних из вас в прямом смысле слова отыграются наряды, какие-нибудь, может быть, модные, яркие, нарядные, то, что вы раньше себе не позволяли. А у других отыграются женихи, мужчины, которые будут уделять вам внимание, ухаживать за вами. Может быть, это сайт знакомств, может быть, вы куда-нибудь пойдете в кафе, в клуб, и такие красивые молодые ребята, да, будут уделять вам внимание, а вы будете к ним присматриваться и думать, кого же выбрать, блондина либо брюнета, а может быть, с рыжим позажигать, да? Ну, девчоночки, выбор просто колоссальный. Позвольте себе праздника, позвольте себе красок, позвольте себе эмоций. Поверьте, вас никто не осудит. А быть счастливой — это ведь так вам к лицу. Разрешите себе это счастье. Так, дальше. Ой, кого-то ждет работа. Мои вы хорошие, работы много. Работа тяжелая, физическая. Может быть, убирать, гладить, стирать, готовить. А кто-то будет работать в саду, в огороде. Вы ведь у меня все разные. И вот у вас такие мысли. О боже, это тяжело. У меня потом будет болеть спина. Либо со мной что-то случится. Я как бревно буду несколько дней приходить в себя. Во-первых, вам кто-то будет помогать. Неожиданно, да, вот появится помощник. Может быть, не все для вас делают, не во всем помогут, но тем не менее, это будет очень приятно, и это будет кстати. И второй момент. Вы удивитесь возможностям своего тела. Ваше тело среагирует очень правильно. Не будет никаких болей и не будет какой-то гиперусталости. Ну, понятно, что мы все устаем, мы не роботы. Да, мы биороботы. Ну, шутка, конечно. Но вот особой нагрузки либо особой усталости у вас точно не будет. Возможно, я не исключаю, что вы занимались спортом и ваше тело просто готово. Оно в ресурсе, оно готово. Ну, в общем, не бойтесь вы этой работы, вы с ней справитесь и справитесь, как всегда, прекрасно. С собой, кстати, будете очень-очень довольны. И еще вас кто-то будет хвалить.
Так, и еще слева у вас верблюд, такой, знаете, деловой, бодренький. Один горб у него полный, а второй у него лишь только наполняется. Но у одних это возможность пополнить свои ресурсы, будь то материальный, да, денежка, да, будь то какие-то запасы, будь то какие-то важные приобретения. А у других отыграется, что благодаря вашему партнеру, либо близкому человеку, идет значительное пополнение бюджета, либо вы что-то новое приобретаете. Но это хороший знак, добрый знак. Вот он у вас слева в центр идет. Может быть, вы не ждали, не гадали, но это обязательно произойдет. Так, еще возможность блеснуть своим умом, блеснуть своей эрудицией, кого-то покорить, либо взять в плен своими умственными способностями. Вы невероятно смекалисты. Я не буду говорить, что вы умны, я не буду тут вас как-то возвышать, восхвалять. Я думаю, что каждый знает, кто вы есть на самом деле. Вот. Но вижу, что вы человека покорите. Покорите остротой своего ума, смекалкой, какой-то житейской такой, знаете, практичностью. Здесь человек вами будет восхищаться, вами удивляться, будет петь вам дифирамбы. И они очень справедливы. Вообще вы зря себя стесняетесь. Вам обязательно нужно как-то тренировать свою эрудицию, либо почаще ею блистать, да, ее показывать. Прям фурор произведете. Может быть, кто-то из родственников, может быть, кто-то в коллективе на работе, может быть, кто-то из соседей. Но вот какого-то человека вы очень приятно удивите. У этого человека к вам настолько кардинально поменяются отношения, что потом вы его просто не узнаете. Да? В поведении, в отношении не узнаете. Если человек раньше был какой-то надменный, поверхностный, знаете, там, с плеча, да, свысока на вас смотрел, то теперь при вас, при встрече с вами просто будет кланяться, улыбаться, и улыбка будет настоящей, честной и откровенной. Вообще вы умничка, либо молодец, если мужчина, да, умный мужчина, но почему-то скрывает, как умный, но скромный, да, скрывает свои умственные способности. Так, и вот еще, мужчины, на работе, в рабочих вопросах не бойтесь поделиться своим опытом, либо высказать какую-то свою идею. Вот у кого-то конкретного, может быть, не у всех, у кого-то вот одного, может быть, у двух, так и отыграется, что вы блеснете своими навыками, своими сильными качествами, да, умственными способностями, и ваш начальник, я не знаю, чуть ли в губы вас не расцелует, ну, в хорошем смысле слова, да, вы как ситуацию спасете, вы как фирму спасете, да, может быть, какой-то проект вытянете. Здесь вы как герой, понимаете, вы как герой идете. И премию получите, и почет, и уважение. Так что дерзайте, пробуйте. Даже самые, на ваш взгляд, абсурдные идеи, они должны быть высказаны. Потому что в них вот прям золото чувствуется, да, ценность есть в ваших идеях. Вы очень умный человек и очень интеллектуально развитый. Да, возможно, вы не заканчивали какие-то выши, да, у вас нет там диплома MBA, но у вас есть такая практика, такой жизненный опыт. Любому профессору даже не мечталось и не снилось иметь такое. Поэтому, пожалуйста, себя не стесняйтесь. Так, еще. Кто-то вас озадачит своей проблемой. Вот придет к вам человек и скажет: «Беда, горюшка, меня постигла. Помогай, спасай, выручай». И вы вот так вот отодвинете свои дела и будете помогать этому человеку. Это очень благородно, это очень похвально. Но про себя тоже, пожалуйста, не забывайте. Человек, которому вы будете помогать, видно по рисунку, вам не чужой, с правой стороны приходит. Но с другой стороны, отодвигая свои дела, вы рискуете упустить что-то для себя важное. Старайтесь балансировать, старайтесь совмещать, либо все-таки себя, наверное, на первое место ставьте, либо свои надобности, потребности ставьте на первое место. Здесь, если честно, из-за благородства вы можете что-то важное упустить, свое важное упустить. Вот. Но это нехорошо, это неправильно, так не должно быть, да? Не должно. Вот. Либо совмещайте, либо так и скажите: сейчас я свои дела сделаю, потом я буду тебе помогать.
Вот в таком ключе. Так, еще какой-то парень, молодой парень. Молодой, но очень симпатичный. Давайте так. Лицо очень красивое. Такое ясное, просветленное. Молодой парень, девчонки, вот прям хотите верьте, хотите нет, но обратит на вас внимание, начнет вас комплиментить. Вы такая: ничего себе, сынок, ты ничего не перепутал. А он прям на всем серьезе, понимаете, с таким пылом, с таким жаром. Боже, какая женщина. Девчонки, ну бывают такие парни, которые не замечают возраста, да. И как бы там ни было, любовь, ей все возрасты покорны. Возможно, вы действительно этому парню, ну вот в глаз попали, да. Может быть, вы самая красивая, прекрасная женщина из всех, кого он видел. Пожалуйста, не грубите этому мальчику, не грубите. Не обламывайте его порыв души. Понимаете, для вас это, назойливый паренек, а для него вы муза, вы богиня, вы воплощение женственности. Хотите, переведите в шутку, если можете. Либо, не знаю, как-то мягенько его как-нибудь там спровадьте. Но плохо, грубо поступать не стоит. Вы же потом сами будете об этом парне думать, жалеть и себя еще корить, винить, что вы были такой грубиянкой с этим парнишкой. Ну прям смотрите, комплименты, глазки горят, такой прям, знаете, щечки розовые. А вы такая в шоке, думаете: фу, чур меня, чур, что происходит? Ты мне в сыновья годишься, почему ты ко мне пристаешь? Но он не будет сильно приставать, скорее он будет выражать вам свое почтение, свое восхищение. Опять же, говорить какие-то красивые слова. Девочки, вы неотразимы. Весна. Это все весна. Вот. И ваша, конечно, женская сила, ваша женская красота. Очаруете мальчишку. Так, еще рабочие моменты. Опять у вас с работой какая-то шляпа. Вы меня простите, но здесь либо какой-то аврал, допустим, кто-то заболел, кто-то не вышел, кто-то в отпуск ушел, кто-то рожает, кто-то, может быть, с детьми сидит. И вам придется скорее работать за двоих, а может быть даже и за троих. Но, как я вижу, вам не привыкать, вы и не в таких ситуациях бывали. Вы не забудьте у вашего начальника уточнить. Уточните по поводу премии, по поводу надбавки, да, желательно в тройном размере. Поверьте, он в такой патовой ситуации, у него такая будет запара, такие шальные дни, что он вам точно не откажет. Вот. А вообще можете просить у него, что хотите, ведь вы его спасаете, ведь вы его выручаете во всех смыслах этого слова. Так, мужчины, мои хорошие мужчины, у вас тоже непростые дни идут. У вас почему-то как два направления, и вы между ними разрываетесь. И там надо что-то делать, и тут. И везде как-то работать надо не только головой, но и руками. Да? То есть и физическая какая-то нагрузка идет. И еще, если у вас автомобиль, возможно, несколько дней подряд вы будете его ремонтировать. Либо что-то доделывать, переделывать за кем-то, да, если вы отдавали в автосервис. Вот, готовьтесь к этому, придется руки испачкать. И опять же, знаете, это ваша ответственность. Сами там докрутите, подправите и более спокойно будете себя ощущать. Вот. И не ленитесь после автосалона или как там автосервиса проверять, все ли у вас там сделано, все ли работает так, как вы хотите, либо как должно работать. Проверяйте, потому что вижу какой-то элемент халатности. И потом вам придется что-то переделывать и доделывать. Ну и опять же, пользуйтесь услугами проверенных мастеров, да, по отзывам или, не знаю, как-то по опыту, да, ищите такие места. Так, еще. С кем-то вам придется схватиться. Здесь мужчина и женщина с каким-то образом жизни, асоциальным, аморальным, нетрезвым, в общем, да, одним словом, нетрезвым. Шуметь будут, цепляться могут, может быть, это соседи будут пьянствовать, может быть, какие-нибудь
подвыпившие люди. Но они пара. Вот мне идет мужчина и женщина на одной ноге. И вот, знаете, их штормит. Вот, неблагоприятное поведение. И я вижу, что вы будете им что-то говорить. Либо пытаться их призвать к порядку. Если честно, да, это правильно, то, что вы делаете. Но люди не в адеквате. Они в алкалоидах, да, у них там весь мозг пропитался этими алкалоидами, и они не воспринимают то, что вы им говорите. Люди могут повести себя агрессивно. Поэтому давайте так, если вы видите пьяненьких, либо очень пьяных, лучше обращайтесь в правоохранительные органы. Геройствовать не надо. Не надо думать, что вот я сейчас порядок наведу. Да? Люди неадекватные. Люди даже на полицейских могут броситься. А представляете, что будет с вами? Вот. Не рискуйте. И если вы, например, дома с мужем, и ваши соседи там буянят, что-нибудь там делают, роняют, я не знаю, там гирями в окна бросают, не гоните своего мужа разбираться, а лучше вызовите полицию. Вот это будет правильно. Здесь вот такое четкое предупреждение. Не геройствовать. Так, еще. Здесь женщина ломится в какую-то закрытую дверь. Ну, просто ломится, с плеча выбивает. Какая-то нужда, какая-то необходимость вас заставит действовать очень резко и с усилием, с приложением силы. Вы сами от себя этого не ждете, вот как выведут вас, но действительно достанут. И вы прям поведете себя достаточно грозно. Вот. Что хочу вам сказать. Понятно, что эмоции такая штука, их контролировать невозможно, особенно если это стресс, если это агрессия. Но, девочки, вот эта дверь, она прям закрыта, прям совсем закрыта. Там никого нет с той стороны. Да, то, что вы вышибите эту дверь, да, я вижу, вы можете. Но там никого нет, вы ничего этим не добьетесь. Я бы вам даже советовала, может быть, какое-то успокоительное с собой носить. Либо, чисто ради профилактики, в ближайшие несколько дней попить, может быть, какие-то травяные чаи, которые успокаивают нервную систему. Вот это будет хорошо, вот это будет правильно. Здесь я вижу, вы потратите силы впустую, но действительно никого нет. Да, закрыто, все, люди там разошлись, уехали в отпуск, улетели на другую планету. Такое бывает иногда. К сожалению, вот не сможете вы что-то сделать, либо чего-то добиться. Не стоит расстраиваться, нужно просто подождать, да, всему свое время. Так, еще какую-то женщину вижу. Женщина, кстати, красивая, хорошо одета, от нее вкусно пахнет. Такая, знаете, дамочка. Смотрите, этой женщине вы будете очень интересные. Либо с этой женщиной вы будете как-то сотрудничать, может быть, вы услуги оказываете, да, придет к вам такая барышня на ногти. Вот, вы очень-очень будете симпатичны. И с этой женщиной какое-то прям чуть ли не родство почувствуете. Чуть ли не родство. Вы знаете, она вас щедро наградит чаевыми. И эта женщина сделает вам какую-то невероятную рекламу. То есть она впечатлится вами, как мастером, как человеком, вашей работой. И у нее такие же, вот как она, подруги есть, либо родственники. Вот она к вам целую толпу приведет, таких же, как она. Очень нормальных, адекватных и состоятельных клиентов. Вот идет такая женщина. Вот сидите вы, я вижу, на рабочем месте и думаете, где мои клиенты, где все подевались, что за порча на меня наведена, да, где все люди. И тут открываются двери, заходит она. Вы такая, очень классный момент, девочки, очень классный момент. Знаете, как найти своего клиента, да, либо найти свою клиентскую базу. Вот эта женщина, она просто душечка. Вы с ней дружить будете. Это начало вашей дружбы. Здесь у нее за спиной очень красивая собачка. Да? Она станет вашим другом, подругой. А вы, соответственно, ее. Так, еще, кстати, о друзьях. Девочки, у кого есть мужчина-друг. Очень странное поведение с его стороны. Какая-то критика, цепляться может, критиковать, что-то говорить, чем-то будет недовольный. Знаете, как будто бы у него ПМС. Вот, вас это насторожит. А я вам скажу, в чем секрет. Этот мужчина либо давно испытывает к вам чувства, либо Амур таки его подстрелил. Да, совсем недавно до него дошло, что вас он любит.
и что вы ему самый близкий, самый родной и самый любимый человек. Если этот мужчина вам нравится, я вас поздравляю, все сложится. Если вы все-таки видите только лишь друга, то, понимаете как? С одной стороны, это же друг, а с другой стороны, если феромоны не подходят, да, сердцу ж не прикажешь, и гормональный фон не перестроишь, подумайте о том, как бы вы могли на какое-то время с ним дистанцироваться. Просто он уже в вашем присутствии себя сдерживать не может, либо не может себя контролировать. К сожалению, это побочка от дружбы между мужчиной и женщиной. Да, бывает, что люди могут продружить всю жизнь и быть хорошими друзьями, а бывает так, что друзья все-таки влюбляются в друг друга. Видите, в вашем случае влюбились. Но друг, он, конечно, хороший. Таких людей не стоит терять. Вот подумайте, как вы можете обыграть эту историю, как обыграть эту ситуацию. Вижу, что нужно на какое-то время дистанцироваться, взять паузу, не знаю, не видеться какое-то время, чтобы у него этот любовный ПМС прошел. Так, здесь еще бабочка, хвостик, бабочка. У кого болели ножки, либо слабость какая-то была в теле, в организме, легкость появится. То ли от препаратов, которые вы принимаете, то ли от нагрузки, физической нагрузки, может быть, лечебная гимнастика. Но легкость у вас точно появится. Это хорошо, это замечательно. Может, гулять пойдете, да? За долгое время, наконец-таки, куда-нибудь пойдете, погуляете, развлечетесь. Так, и еще очень важный момент у вас прямо зафиксирован в венце. Птички. Раз, два, три. 3 птички не летят, но очень медленно идут в вашу сторону. Вот одна за одной, знаете, гуськом идут. Удивительная ситуация. Ждите сообщения, письма, какую-то важную информацию, которая будет приходить, либо по чайной ложке в час, либо вот прям один за одним. Почему-то эти птички не летают, они ходят. А представляете, птичка маленькая, да, пока дойдет вот этими маленькими лапками время, да, идет время. Может быть, вы этих птичек уже давно ждете, уже терпение потеряли, уже и ждать перестали. И вот они наконец-таки начинают к вам приходить. Письма, бумаги, документы, оповещения, извещения, ответы. Да, вот одна за одной, очень медленно, но все-таки приходят. Уже хорошо, да, уже слава Богу. Так, мои хорошие, на этом все. Берегите, пожалуйста, себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.